Здравствуйте! В эфире передача «Авторивьера». Сегодня с нами в нашей рубрике директор самого крупного автотранспортного предприятия «Гаруда Экспресс» Георгий Ачба. Георгий, расскажите зрителям цель нашей сегодняшней совместной поездки. Целью нашей сегодняшней поездки является посещение центральной части Абхазии в рамках экскурсионного маршрута, который добавляется в количество разнообразия наших экскурсионных маршрутов в стране. Поскольку вы открыли это подразделение, которое назвали экскурсионным, да, вы, наверное, задумываетесь о разработке там все новых и новых маршрутов. Да, естественно. Новый маршрут – это наша основная задача, потому что то, что уже делали до нас другие, это, конечно, все очень хорошо. У многих это даже очень хорошо отработано. Хочу похвалить своих конкурентов сегодняшних уже. Но тем не менее, я считаю, что в нашей стране есть еще многое, что можно увидеть и что можно показать. Посетили две выставки. Одну в Москве, это одна из самых крупных международных выставок мира в составе Министерства туризма Республики Абхазия. Вторую выставку посетили в Ростове, как компания «Гаруда Экспресс» со своим отдельным уже стендом. Рассказали людям о том, что мы им можем предоставить. И тихо-тихо заключаются договора, заключаются какие-то соглашения. Пытаемся развивать, работать. Все нормально идет, по сути. А как вот это начинание, что зимой вы начали зимний маршрут по зимней рейсе? Зимний маршрут мы нормально откатали, вполне довольны им. Он достаточно интересный. Рица убиралась, как мы тогда говорили, чистился снег, в общем, в таком нормальном порядке. Сейчас мы едем по вашему новому маршруту, пока не обкатанному, я так понимаю, по местам Иоанна Златоуста. Это ваш первый такой рейс, на котором вы везете экскурсоводов, в общем, всех тех, кто будет обслуживать экскурсии, да? Да. В этих микроавтобусах сейчас присутствуют люди, которые являются профессионалами своего дела, которые знают Абхазию вдоль и поперек, достаточно неплохо. А сейчас мы всем им хотим показать что-то еще дополнительное, что-то еще новое, к чему они завтра смогут, к каким местам завтра они смогут подвести своих туристов и показать эти места. А также у нас здесь присутствуют сотрудники торгово-промышленной палаты Республики Абхазия, сразу нескольких отделов торгово-промышленной палаты. Это пиар-отдел, это туристический отдел, это экономический отдел. Это те люди, которые создают туристический климат в этой стране, которые непосредственно общаются с пассажирами, с клиентами, с туристами, со всеми теми людьми, которые являются нашими гостями, кого мы называем гостями. То есть эта экспедиция для профессионалов, а не для туристов. Я бы сказал, что мы с вами его обкатываем, с «Авторивьерой». У нас сложилась уже такая определенная практика. Что можно сказать про дорогу? Покрытие оставляет желать лучшего, конечно, дорожное. Но, тем не менее, надо для наших туристов, для наших гостей расширять обзорку нашей страны. И надо показывать. Когда пойдет хороший поток, я думаю, наше государство тоже переключит какие-то свои финансовые потоки на ремонт этой дороги тоже. То есть для того, чтобы ее ремонтировали, надо сначала пустить поток людей. Когда будет поток людей, я уверен, что наша страна, наше руководство очень быстро это все приведет. Найдутся средства. Да, конечно. Поскольку это место святое, нелегкий должен быть путь, наверное. На самом деле, наверное, достаточно просто поравнять и оставить его такой же грунтовой, но чтобы не было ям и
более комфортнее было по ней ехать. Я с вами полностью согласен. Эта версия достаточно интересная, имеет право на жизнь. Но я как транспортник, мне жалко убивать свои машины. Многие наши храмы расположены в таких местах, где труднодоступных или дорога не очень хорошая. То есть здесь вы будете нести, наверное, дополнительные какие-то потери, дополнительные расходы. Мы готовы к этому. Полноценно. И по горючему, и обслуживать транспорт придется гораздо чаще. Ну, вы знаете, на то он и транспорт, чтобы его обслуживать, и он нас тоже обслуживал. Железо, оно все терпит. Зато результаты гораздо выше. То есть то, что мы сможем людям показать нашу страну. Очень многие люди, правда, многое не видят. Очень многие в России даже не знают, что она... Слышали о стране, так как все эти годы идет мощная работа о том, чтобы разрекламировать нашу страну. Слышали, но внутренностей, красоты, живописности не имеют, не знают, не имеют этих знаний об этом всем. И поэтому для нас было сделано многое. Теперь наше время сделать что-то хотя бы. Как-то все. Наша компания имеет определенную миссию. Кроме бизнеса, эта миссия, это является то, что мы должны подать, красиво подать нашу страну и показать людям, что она у нас правда очень красивая, что она у нас необузданная природа, что у нас, и что у нас очень много интересных, красивых мест, и при этом это все это дополняет наш очень добродушный, очень гостеприимный народ. На этом маршруте у вас намечены какие-то остановки? Да, вы знаете, вот сейчас мы будем подъезжать, будет смотровая площадка с левой стороны от нас. Вот там у нас будет первая остановка. Далее будет остановка на Аманском храме. Потом мы пройдем пешком по очень интересному, красивому маршруту пешеходному. Там очень много красивых живописных мест. Намного больше сможет рассказать об этом наш гид, который сегодня руководит частью именно экскурсионной этого маршрута. И в данной ситуации мы не должны думать только о бизнесе, о том, что является очень прибыльным, а также думать о том, что нужно что-то новое предоставлять людям, которые, может быть, сегодня не имеют большого спроса, но зато описывает нашу страну во всей красе. Скажите, что вы предпринимаете, чтобы ваши перевозки были безопасными? Пусть это и по линии такси, и по линии трансфера, и по линии теперь экскурсионной. Вы знаете, на самом деле здесь ничего нового ни для кого нет. Это одни и те же схемы, это страховки пассажиров, это ремни безопасности. Как отличаются ваши водители от водителей маршрутов? Есть какое-то отличие? Среди водителей маршруток очень много и аккуратных водителей. Я как раз это имел в виду. Да, и также есть не совсем. Но это частники, у него есть свои права, у которого есть там лицензия, там, т.д., т.п., все необходимые разрешительные документы для данной ситуации. Мы компания, которая несет ответственность достаточно немалую за все, что происходит на борту его транспортного средства.
И, соответственно, мы отбираем водителей возрастом не младше 40 лет и не старше 60, при этом с достаточно большим стажем вождения микроавтобусов, автобусов, то есть с пассажирами, с большим количеством пассажиров. Гиды преподносят маршрут. Но все равно какое-то общение происходит Конечно, между водителем конечно. И общение пассажирами. происходит, и качество вождения, и вот этого вот умопомрачения молодых водителей, которые бывает обычно, да, там увлекаются скоростью и так далее. Ну, вот такие вещи, таким образом мы исключаем за счет возраста. И мы еще вдобавок ко всему отслеживаем. Наша программа Гаруда Экспресс, она позволяет отслеживать каждое транспортное средство и скорость его движения в онлайн режиме постоянно. Мы можем даже через месяц посмотреть то, что он ехал месяц назад, с какой скоростью. Это сделано для того, чтобы, если вдруг какая-то жалоба поступит, к примеру, ну, мы, во-первых, в онлайн-режиме стараемся отслеживать, но если даже что-то там не увидели, а водитель все равно себя как-то так не так лучше повел, то в будущем мы можем посмотреть даже в течение месяца, где он ехал, с какой скоростью и так далее. И, естественно, принимаем при этом, моментально принимаем достаточно жесткие меры. То есть у водителя возможно только одно предупреждение, второго у него быть не может. Конечно, компания, которая занимается перевозкой пассажиров, для нее это номер один. Первая, самая первая задача. Все остальное уже является второстепенным. Приехавшие в Абхазию гости, как только пересекают границу, а то еще в аэропорту, встречаются с представителями вашей компании или иных компаний, которые занимаются перевозкой пассажиров. Иногда вот мы видим картину на границе, как их встречают водители. Не всегда это радует глаз. Хотелось бы поговорить на эту тему. Как вы себе представляете, должна проходить вот эта работа, вот встреча гостей, встреча туристов? Знаете, что касается нашей компании, мы встречаем пассажиров еще на той стороне, то есть за границами Республики Абхазия, в аэропорту и на ЖД вокзал Адлера, Сочи. А специально обученный человек, должность которого мы называем встречающий. Кто такой встречающий? Это человек, у которого есть все данные пассажира, который должен прилететь, приехать на... Встречают человека с табличкой Гаруда Экспресс, трансфер в Абхазию. После чего везут его через границу. Тех людей, которые возят людей с границы, тех таксистов. Мы не можем, конечно, я не хочу осуждать их, но уровень должен быть совершенно другим. Совершенно, просто в корне другим, и это вообще неприемлемо для нас встречать гостей так, как там это происходит. Этот вопрос поднимался не разу в совещаниях Кабинета министров. Пока каких-то конкретных действий не было. Ничего не могу сказать. Вообще, честно говоря, не нужно их оттуда убирать. Все, что нужно, это обучить их правильно обращаться с людьми. По моему мнению. Потому что у пассажиров всегда должна быть альтернатива компании. Это нормально, это конкурентная борьба, это конкурентная часть. Поэтому я за то, чтобы они там были, но в корне изменили свое отношение к пассажирам. Чтобы закономерно. Гостей встречали вежливо, опрятные люди. Ехали очень аккуратно после этого. Какие еще маршруты вы планируете вот на этот сезон? Ну, все те маршруты, они в любом случае у нас входят в нашу программу, они, такие как Рица, там, и так далее. Но нам очень интересно развивать именно Восточную Абхазию, потому что она не настолько пока еще развита, не настолько рассказана, не настолько показана людям о ней. И вот мы больше планируем вот как из менее прибыльных, но более интересных маршрутов. Есть даже компании, которые именно
специализируются на Восточной Абхазии. Но их немного, и именно эта ниша, она менее развита. И я думаю, что немножко нуждаются в том, чтобы у них появилась дополнительная поддержка. У вас достаточно микроавтобусов, чтобы проводить интенсивные экскурсии? С лихвой достаточно. Нам транспорта в любом случае хватит. Так как, во-первых, мы в экскурсионном-то деле еще достаточно слабенькие, поэтому особенных оборотов не ожидаем, таких каких-то очень крутых в этом году. Множество, конечно, маршрутов есть в Абхазии, есть вот маршруты более протяженные, там горные места, на различные озера, куда можно добраться на автомобиле. Ну, приятно сейчас слышать, что Абхазия является наиболее безопасным в плане туризма сегодня. Ну, это реально так, и все об этом говорят, и все это знают, и слава Богу, что мы привели эту страну и к тому, что вот это именно так. Даже проезжая по такой ухабистой дороге, ваши водители везут очень комфортно. Я, например, не почувствовал каких-то неудобств. Ну, и это, по-моему, вполне естественно и нормально. То есть, если было бы немножко по-другому, вот это было бы удивительно. А то, что водитель грамотно и комфортно везет пассажира, это обязательная задача этого человека, и он Я думаю, это не с этим потому, что вы справляется. присутствуете сегодня. Я знаю, что это не так. Я знаю, что это совершенно всегда, постоянно, аккуратное отношение к каждому пассажиру, сидящему в наших транспортных средствах. Сегодня фирма Garuda Express организовала всю эту экскурсию, которая называется «Научно-туристическая экспедиция в Каман и его окрестности». Учитывая то, что советский метод туризма давно себя исчерпал, мы сегодня разрабатываем новые маршруты, паломнические, горно-пешеходный туризм. От горы Иоанна Крестителя, оно же Третье Обретение, мы будем спускаться 4 километра 700 метров до монастыря Иоанна Златоуста. В данном селе Каман находится храм Василиска, который в IV веке принял венец мученика на территории Абхазии. Также находится храм Иоанна Златоуста. На его базе в 2001 году был открыт Абхазский мужской Каманский Иоанна Златоустовский монастырь. Между монастырем и храмом Василиска находится источник Василиска, место его усекновения, куда приезжают многочисленные паломники, туристы из России. Каман производит очень много исцелений, фактов там очень много. И гробница Василиска исцеляет, и источник, и саркофаг Иоанна Златоуста. В данной группе очень много экскурсоводов из разных турфирм, но организовало все это мероприятие Garuda Express. Как вы оцениваете новое экскурсионное направление компании Garuda Express? Выражаем благодарность компании Garuda Express за открытие нового тура. Новый маршрут, организованный ими, был потрясающе интересным. И интересно он был в том, что мы сегодня прошли по святым, намоленным местам. И мы со своей стороны будем
поддерживать данного рода проекты, так как считаем, что в экскурсионной деятельности Абхазии необходимы новые маршруты. Экскурсионно-транспортная компания «Гаруда Экспресс» является членами торгово-промышленной палаты. И мы, все наши бизнес-делегации, которые приезжают к нам, обслуживанием занимается данная компания, потому как мы уверены в безопасности наших гостей, в сервисе компании «Гаруда Экспресс», большие перспективы на будущее, потому как эта компания постоянно совершенствуется, идет в ногу со временем. Георгий, мы доехали до конечного пункта нашего маршрута. Где-то и дошли, где-то и доехали. Вы довольны результатом? Я считаю, что то, что прошло сегодня, вся эта наша программа является очень полезной. Спасибо за участие в нашей передаче. Спасибо вам тоже огромное.